Пятигорске впервые ведущие журналисты и эксперты Северного Кавказа рассказывают об особенностях своей работы. Праздник, который всегда с нами. Сегодня Всемирный день работников телевидения. Легальный рейд по нелегальным мигрантам. В Ингушетии задержаны сотни гастарбайтеров. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Первый форум СМИ Северного Кавказа сегодня начал свою работу в Пятигорске. Журналисты Северо-Кавказского федерального округа, представители органов власти, эксперты и общественные деятели собрались, чтобы обсудить проблемы и рассказать о перспективах своей работы. И делают все это участники в форме живого общения. Это что касается сегодняшнего дня. А уже завтра пройдет первое открытое заседание экспертного клуба СКФО. Свой стенд на форуме есть и у нашей телекомпании. НТК «Ингушетия» представила возможность оповещения населения в прямом эфире при возникновении чрезвычайных ситуаций. Это первый подобный проект на Северном Кавказе. В работе форума приняли участие полпред президента России в СКФО Александр Хлопонин, а также глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Достаточно хорошие проекты, замечательные. Мы знаем, что с вами только за последнее время запущены и подготовлены к запуску в Ингушетии проекты, в Северной Осетии, в Карачаево-Черкесии, в Дагестане. Продолжается развитие у нас медиа-среды в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии. Мы сейчас выводим на телевидении те проекты, где чтобы были учитывались интересы всех культурно-национальных автономий, которые есть в Украине. Ну и плюс, конечно, в целом политика руководства Северо-Кавказского федерального округа, политика России. На нашем национальном телевидении это все было изложено. И плюс мы еще говорили о том, чтобы заключить соглашение с субъектами России в целом, субъектами Северо-Кавказского федерального округа, чтобы мы могли дублировать на нашем канале новости субъектов. Форум СМИ Северного Кавказа открылся во Всемирный день телевидения. Он ведет свой отсчет от марта 1998 года. Праздник, правда, понятие событийный, зачастую лишь служит дополнительным стимулом к сверхурочной работе. Информация не терпит выходных, а потому каждый сотрудник нашей телекомпании готов не только порадовать вас новым информационным продуктом, но и раскрыть отчасти некоторые профессиональные секреты. Доверим это Мадине Пугоевой. Одним из наиболее доступных средств массовой информации является телевидение. Благодаря ему зритель узнает о последних новостях региона и мира. Здесь же можно посмотреть любимую передачу или фильм. Наверняка многие уже знают имена многих ведущих и журналистов. Однако мало кто задумывается о том, что на телевидении помимо них работает огромное количество людей, каждый из которых незаменим. Что ж, я благодарю информационную службу и приветствую всех, кто только что к нам присоединился. То, что мы видим на экране, на профессиональном сленге телевизионщиков называется картинкой. Она напрямую зависит от работы этих людей. Любое событие вы видите глазами оператора. Перед началом съемки он ставит себе конкретные задачи, но порой бывают и неожиданности. Оператор – один из тех, от кого во многом зависит, как будет выглядеть ведущий в кадре. Правда, Танзиле Цуровой вполне хватает зеркала и косметички. 3, 2, 1, говори. Здравствуйте, вы смотрите итоги недели с Танзилой Цуровой. Итак, главные темы выпуска. Многие хотят стать ведущими, а ведь это не так просто, как кажется. Как вести себя в экстремальных ситуациях прекрасно усвоил Бекхан Хашагульгов. А все из-за суфлера, который тоже иногда ломается. Первый раз я проводил 9-часовой эфир, и в тот момент у меня суфлер полетел, и я не знал, что делать. В ухо вовсю кричат: читай, а читать я не знал, что читать. Суфлера-то нет. И мне пришлось как-то среагировать. Я взял листочек, прочитал с этого, и думаю, я вроде бы неплохо справился. Это эфирно-аппаратное. Здесь практически никогда не бывает тихо, особенно во время записи. Режиссеры повторяют странные фразы, обмениваются командами, порой даже кричат. Ошибки здесь просто недопустимы, а на чеку нужно быть каждую секунду. Ведь даже маленькая, казалось бы, невнимательность тех, кто сидит за пультом, может обернуться большой проблемой в эфире. У нас в аппаратной очень строгая обстановка, потому что ничего не должно отвлекать от тебя, от эфира, от работы.
При малейшей, даже самой мизерной ошибке это уже брак в эфире. С чего начинается любая программа? Конечно же, с идеи. Это редакторская группа. Когда все эти люди собираются вместе, начинается летучка. Выбор темы, поиск героев, работа над сценарием – все это головная боль шеф-редактора и продюсера. Кстати, по неписанному закону шеф-редактор считается самым умным человеком на телевидении. Сейчас НТК – это современный телевизионный комплекс с цифровым вещанием. 18 часов эфирного времени обеспечивает 7 редакций, в том числе информационно-аналитическая. Эти ребята готовы трудиться днем и ночью, чтобы тот материал, который вы видите на экране, был хорошим и интересным. Именно корреспондент чаще всего находится в самой гуще событий. На его глазах происходит все самое интересное, а самое важное, как правило, находится за спиной. Но со временем на смену вот таким вот жеребцам пришли спортивные борьбы. После того, как текст написан и утвержден, он попадает к режиссеру монтажа. В руках этих ребят половина успеха команды. Именно они могут исправить недоработки оператора, либо испортить самую хорошую работу. А пока сюжет монтируется, давайте вспомним о первом выходе национальной телерадиокомпании в эфирное пространство. Это было не так уж и давно, летом 2012-го. Молодая команда из новоиспеченных ведущих, операторов и режиссеров тщательно готовились к этому событию. У нас было такое окошечко. Именно это окошечко, я смотрю, я сижу режиссер, они видят меня, помимо того, что им надо читать подводки, они следят за мной, за моей рукой. Когда я им говорю, что сюжет пошел, я, естественно, даю отмашку. Сюжет пошел. Вот, сюжет пошел, они ждут на сером фоне, ждут, пока... И камеру показывала. Да. 1, 2. Да. 2 пальца. Вторая камера. Первая или вторая камера. Сейчас, конечно, легко. Там лампочка загорается. Первая или вторая. У нас теперь ведущие сами реагируют. На самом деле на телевидении работает большое количество людей. Звукорежиссеры, видеоинженеры, координаторы и многие другие. Все они представляют собой одну большую семью, которая, как правило, потеряв покой и сон, работает для того, чтобы зритель смог насладиться хорошим и качественным телевизионным продуктом. Мадина Пугоева, Юнус Сычоев, Рамазан Миржоев. Новости 24. В этот день мы не можем не вспомнить наших коллег, сотрудников, основателей государственной телерадиокомпании «Ингушетия». Тогда, более 20 лет назад, они первыми, параллельно с становлением региона, создавали телевидение в нашей республике. Подвальное помещение, сырость, неподъемная аппаратура, но важный информационный повод и желание первыми рассказать людям о происходящем. Как им работалось и что изменилось? Репортаж Магомеда Асканова. В прямом эфире информационный выпуск «Вести Ингушетия». В студии Хадишат Чапанова. Здравствуйте. Хадишат Чапанова готовится к эфиру. А ведь еще несколько месяцев назад она и не думала быть ведущей новостей. Девушка с дипломом бухгалтера пришла на телевидение. И уже на 3-й день ей предложили выйти в эфир. Я без ума от своей работы. Я, наверное, всю жизнь к этому шла. Потому что в этой сфере я никогда не работала. И мне кажется, это единственное, что мне нужно было в этой жизни. Сегодня в ГТРК Ингушетия работают немало молодых и энергичных ребят. Они учатся у тех, кто стоял у истоков создания филиалов ГТРК в республике. Карьеру журналиста Хава Абадиева начала еще в Грозном. Там она работала на радио. На ГТРК Ингушетия она пришла в 92-м. Хава Абадиева и сегодня готовит программы и учит начинающих журналистов. Вот я сегодня проехала в Магаз. Я готовила очередной материал, связанный с историей Дикой дивизии. Вы знаете, сколько героев ингушей было участников Дикой дивизии, героями Первой мировой войны. И я просто проезжаю, смотрю, думаю, что здесь было 20 лет назад. Поля, разбитые дороги. А сегодня посмотрите. ГТРК Ингушетия была образована более 2 десятков лет назад и в первые годы размещалась в подвальном помещении Народного суда в Назрани. Студия и редакция находились в щитовых неотапливаемых домиках. Ведущим программ приходилось выходить в эфир при минусовой температуре. В 2000 году ГТРК переехала в новое современное здание. Здесь сегодня работает больше 100 сотрудников, нацеленных на создание качественного телепродукта. Я эту работу делаю с интересом. Да, я устаю, да, мне иногда бывает трудно. Но все же, то, что ты делаешь с желанием, с интересом, да любая работа вот на телевидении, будь монтажера или оператора, или режиссера, если человеку интересно то, что он делает, он это освоит с лихвой, да.
Несмотря на ограниченное эфирное время, а это в общей сложности 4 часа в день, ГТРК «Ингушетия» разрабатывает новые телевизионные проекты. Уже записана программа новогодних концертов и выступлений артистов. Ежегодно молодых журналистов отправляют на стажировку. Отсутствие информации порождает слухи, говорит Аза Евлоева. Ей не раз доводилось делать громкие материалы, и она знает не понаслышке. Нередко чиновники препятствуют работе журналиста, и человек, чье призвание доносить информацию до зрителей, вынужден терпеть унижение. А я тебе скажу другое, что есть закон о средствах массовой информации, в соответствии с которым любой чиновник обязан дать информацию, не касающуюся государственной тайны. То, что там происходит, допустим, в системе образования или здравоохранения, это не является тайной. Понимаете? Поэтому давать интервью и сотрудничать со СМИ – это их обязанность. Вот об этом они забывают иногда. ГТРК «Ингушетия» собирает у телеэкранов зрителей республики и справляется с поставленными задачами. А это не только доведение информации, но и воспитание молодежи через духовно-нравственные передачи. Сегодня очень много каналов, и в России в том числе, поэтому есть чем сравнить. Телезритель у нас стал уже разборчивым во многих вещах. Они самые лучшие наши критики, поэтому всегда об этом нужно помнить, что конечный наш продукт телевизионный увидит телезрителя, они его оценят. 20 лет ГТРК была единственной общественно-политической телекомпанией республики, пока в Магасе не открылась национальная телекомпания «Ингушетия». Теперь у жителей республики появился выбор, а у журналистов здоровая конкуренция, которая должна пойти всем на пользу. Магомед Асканов, Майырбек Миржоев, Новости 24. Тяжелая неказиста жизнь рядового журналиста. Оптимистичный девиз специалистов информационного жанра. Кропотливость их работы остается за кадром. Для вас же главное смотрибельность и оперативность. А ведь трехминутный сюжет на подготовку в эфир требует несколько часов, зачастую целый день. Об одном из которых и расскажет наш корреспондент. Сюжет о сюжете подготовила Светлана Томова. Утро информационно-аналитической редакции начинается с летучки, где обсуждаются сюжеты прошедшего дня, а также шеф-редактором распределяется тема на предстоящий день. Шеф-редактор озвучивает и раздает темы корреспондентам, а также говорит о том, на чем стоит заострить внимание на выезде и что осветить. Сегодня Международный день отказа от курения. Значит, это, Лейла, сюжет Гайсана твой. Мы вчера обговаривали, ты что-то там должна была придумать. В чем будет фишка? Наш корреспондент Лейла Гайсанова освещает проблему курения молодежи. Для этого она отправляется в первую очередь в больницу, где записывает врача, который рассказывает, насколько курение вредит здоровью человека. На запись интервью уходит немало времени. Нужно вначале пообщаться без камеры, записать необходимую информацию, затем дать несколько советов, куда встать и куда смотреть во время интервью. Насколько это вредно? Скажите пару слов. Далее съемочная группа отправляется в людное место, а именно на автовокзал. Там, по мнению корреспондента, можно будет увидеть много курящих людей. По задумке Лейлы, подросток должен зайти в магазин и попросить сигареты, чтобы узнать, продадут ли их несовершеннолетнему. Как оказалось, это не составляет большого труда. По словам подростка, у него даже документ, удостоверяющий личность, не спросили и продали их без проблем. Съемочная группа следит за происходящим со стороны. Затем провели опрос прохожих, узнавали их отношение к курению. Завершающим этапом стал стендап, то есть появление корреспондента в кадре, где он подвел итог. Записать его с первого раза, конечно же, получается редко, ведь текст приходит на ум только на месте событий. И все же попытка за попыткой, и результат есть. Умереть здоровым, конечно, обидно, но человек должен думать не только о себе, но и о будущем поколении. И если он хочет, чтобы оно было здоровым, бросить курить нужно не только на один день. Вернувшись на работу, корреспондент сразу идет в архив и сдает туда отснятый материал. Затем отчитывается перед шеф-редактором о проделанной работе. И тот уже сообщает, на какой выпуск пойдет материал. Вопрос, сколько времени понадобится, чтобы готовить сюжет? Ну, где-то полчаса на текст, потому что у меня большую часть готова уже. И где-то меньше часа на монтаж. Хорошо, тогда я сейчас включаю тебя верстку, создаю историю и работаю. Все. Потом посмотрим. Корреспондент приступает к работе, ведь впереди нелегкий процесс. Я уже отсмотрела весь материал, который был у меня на съемках, посмотрела, что есть, чего нет, учитывая все это, написала текст к соответствующим кадрам. Сейчас я пойду собирать его вместе с монтажером. Спустившись на монтаж, нужно собрать весь сюжет, да еще и так, чтобы текст и кадры соответствовали друг другу. А выйдет материал в эфир только после того, как его посмотрит шеф-редактор и даст на это свое разрешение. Светлана Томова, Майырбек Миржоев, Новости 24.
Шеф-редактор посмотрел, одобрил, и теперь предлагаем вашему вниманию посмотреть оригинал. Готовый репортаж нашего корреспондента Лейлы Гайсановой. День отказа от курения. Все ли задуманное автором и его командой удалось? С какими моментами пришлось распрощаться? По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 6 секунд от болезней, вызванных курением, погибает один житель планеты. А если посчитать в год, эта цифра ошеломляет – 5 миллионов человек. Несмотря на усилия Минздрава о пропаганде здорового образа жизни, число курильщиков и в нашей стране год от года только растет. По статистике, хотя бы раз в жизни курили 86% совершеннолетних россиян. Причины у каждого свои. Для одного это состояние стресса, для других – дань моде. Дорогие сигареты – атрибут красивой жизни, считает большинство несовершеннолетних. Ахмеду, лицо которого мы не показываем по его просьбе, нет еще 18. Курить он начал в 16 лет. Я уже год как курю, хотя мне нет 18. Я знаю, что это очень плохо и вредно. Мое здоровье реально ухудшилось. Я знаю, что мне нужно бросить. Сигареты в нашей республике в среднем стоят 50 рублей. Казалось бы, не так дорого. В год выходит около 19 тысяч, если человек выкуривает одну пачку в день. Для большинства продавцов, видимо, не так важно, кто покупает, даже если это несовершеннолетние. Подростку, которому на вид не дашь 18 лет, без проблем продали пачку сигарет, и документов у него никто не спросил. Я сам не курю, но мои сверстники курят. А когда я подошел покупать сигареты, меня не спросили возраста и паспорта. У меня он был, но не спросил. Медики обеспокоены тем, что активное население превращается в инвалидов в совсем юном возрасте. Причем идут они к этому сознательно. Курение влияет на работу внутренних органов человека. Чаще развиваются такие заболевания, как бронхиты, инфаркт миокарда, язва желудка у длительно курящих, также стенокардия, ну и рак легких. Повзрослев, поменяв свои жизненные интересы и взгляды, вчерашние подростки зачастую не могут отказаться от привычки. С годами зависимость становится сильнее, что порой молодежь забывает об ингушском этикете по отношению к старшим. Мы своих стариков и старших шугались, чтобы взять сигарету, там, чтобы нас увидели. А сейчас даже у тебя подходят и просят: дай закурить, дай прикурить. День отказа от курения отмечается в 3-й четверг ноября. Человек не всегда осознает все тяжести и последствия курения. Из-за незнания многие курящие не стремятся избавиться от никотиновой зависимости. Умереть здоровым, конечно, обидно, но человек должен думать не только о себе, но и о будущем поколении. И если он хочет, чтобы оно было здоровым, бросить курить нужно не только на один день. Этот барьер нужно преодолевать изо дня в день, чтобы мнение экспертов, которые говорят, что к 2030 году смертность от курения увеличится до 10 миллионов человек в год, не оправдалось. Лейла Гайсанова, Адам Даурбеков, Тимур Карахоев. Новости 24. Незаконным мигрантам объявлен законный бой. Жалоба главе республики одного из жителей Ингушетии, о которой мы рассказывали накануне в нашем вечернем выпуске, побудила соответствующие службы к действию. Задержаны сотни мигрантов. Результат рейда лишь по одному Назрановскому району более 400 человек. Все они доставлены в городской отдел полиции. Подробности истории с продолжением у Муслима Ганиева. Во дворе Назрановского ОКВД сегодня непривычно многолюдно. Около 500 мигрантов доставлены в отделение полиции. Основное число пойманных граждане Узбекистана, Таджикистана и Вьетнама. Все они приехали в республику на заработки. Сейчас сотрудники полиции проверяют их документы, снимают отпечатки пальцев и смотрят, законно ли они находятся в республике. Сначала мы проведем мероприятие по проверке документов, удостоверяющих личность, документов, дающих право проживания и пребывания на территории Российской Федерации. После этого по выявленным правонарушениям будут составлены административные материалы, которые будут переданы, направлены в суд. Поводом для тотальной проверки стала жалоба жителей Насыркорского административного округа. Они сообщили, что по соседству на протяжении длительного времени живут мигранты из ближнего зарубежья. Выяснилось, что в сессионных условиях, без соблюдения правил гигиены, в одном из домовладений незаконно живут несколько десятков иностранных граждан. На момент проверки большинство нелегалов были на работе. В доме осталось лишь несколько человек. Уже вечером вопрос незаконной миграции Евкуров обсудил с главами муниципальных образований республики. В Карабулаке, Насыркорте и в Далаково также работают мигранты. В основном приезжают из стран ближнего зарубежья. Глава региона раскритиковал работу глав муниципалитетов, участковых инспекторов и сотрудников миграционной службы. В Кантышево 20 человек уже поймали, на Назране сейчас, в Карабулаке. Поэтому у нас все лентяями становятся. Огород пахать узбека ищут.
из-за таких, как вы. Евкуров дал распоряжение исполняющему обязанности министра строительства Микаилу Баркинхоеву проверить все строящиеся объекты в регионе и выявить, кто работает незаконно, а их списки сдать в соответствующие службы для последующей депортации на родину. Я вам лично ставлю задачу, неделю срок. Есть ряд объектов, это высотные дома молодежные, где нам нужны специалисты. Это башню, которую строили. Больше ни на одном объекте на станции я не вижу. И если я хоть на одну стройку заеду, а я сам, когда буду на стройку заезжать, буду отцеплять это все охраной, буду давать команды, по паспортам проверять, откуда они. Если я хоть одного мигранта увижу, этот строитель будет лишен работы. Даю вам срок до 30 числа. Пускай берут местных ребят на работу. В Министерстве строительства отметили, что эта работа уже ведется, и около 200 нелегалов выявлено. Министерством строительства ведется работа по выявлению незаконных мигрантов, занимающихся на строительных площадках нашей республики. На сегодняшний день проведена работа тоже в этом направлении, и более 200 рабочих нелегалов выявлено. Глава республики дал распоряжение миграционной службе до конца месяца создать комиссию и выявить всех нелегалов. А Совбез республики обязал ежедневно докладывать о ходе работы с мигрантами. Каждый вечер глава сельского поселения докладывает главе района, глава района докладывает сюда в администрацию о том, что на территории села, района есть или нет. Всех выдворять, никому не давать ночлега. Это касается в том числе попрошаек. Не должны уйти от наказания и те, кто дает кров нелегалам. Евкуров велел органам правопорядка привлечь к административной ответственности всех, кто принял у себя мигрантов. А все задержанные нелегалы после суда будут депортированы из республики. Муслим Ганиев, Тимур Карахоев. Новости 24. Ну а теперь о событиях не менее результативных, но при этом законных. У въезда в столицу продолжается строительство детской больницы по федеральной целевой программе социально-экономического развития Ингушетии. Заведение рассчитано на 250 мест. Основное здание уже возведено, и строители в скором времени планируют перейти на отделочные работы. Мадина Албагачиева с места масштабной стройки. В нашем регионе до сих пор нет детской больницы. Вместо нее только детское отделение на 60 коек в республиканской клинической больнице. На всю Ингушетию этого, конечно, мало. Напряженно работаем. Условия, в принципе, для работы здесь созданы. Все необходимые медикаменты и диагностическое оборудование здесь есть. Но, тем не менее, площадей у нас катастрофически не хватает. Мест не хватает, и из-за этого иногда пациентов приходится размещать в коридоре. Иногда на одной кровати лежат мать и несколько детей. Я здесь с 3 детьми. Сначала мы лежали в коридоре, затем нас перевели в палату, предоставив мне и моим детям одну кровать. Совсем недавно нам дали вторую. Это очень трудно. В скором времени проблема недостатка мест должна решиться. К 2015 году планируется закончить строительство первой в Ингушетии детской больницы на 250 мест. Больница, значит, будет пятиэтажная. Здесь будет работать персонал из 180 человек. Из них 75 будет врачей. Будет оснащено оборудование, которое будет отвечать всем требованиям медицины. Строительство больницы началось в прошлом году. Почти готов каркас здания. На данный момент у нас ведутся работы перекрытия 5-го этажа 2-го блока. Вся больница состоит из 3 блоков. И перекрытие 4-го этажа, опалубочные работы на 1-м блоке. Как вы видите, 3-й блок, 1-й этаж у нас забетонирован, это было 18 числа. Через неделю мы будем уже вести работу по распалубанию 1-го этажа. Плюс также у нас ведутся работы засыпка пазухов котлована. Больница будет отвечать всем требованиям современной медицины. Мадина Албагачиева, Ильяс Дасхоев. Новости 24. Сегодня в Центральном административном округе Назрани снесли незаконную постройку. Ранее в ходе проверки сотрудники администрации выявили нарушение градостроительного законодательства. Строительство осуществлялось на проезжей части дороги по улице Овражная. Хозяину постройки разъяснили, что он нарушил градостроительный регламент. И его забор занял проезжую часть улицы. Владелец прислушался и снес незаконное строение. Власти округа и в дальнейшем намерены проводить проверки.
Строевой смотр личного состава в связи с переходом на зимнюю форму одежды прошел в управлении ГИБДД МВД России по Ингушетии. Начальник Алаудин Накасхоев проверил состояние форменной одежды сотрудников. Нагрудный знак, служебное удостоверение, жетон с личным номером. Все должно быть в полном порядке. Тепло ли будет сотрудникам ГИБДД, узнаем у Фатимы Кариевой. Батальон, равняйся! Смирно! С 10 утра все сотрудники госавтоинспекции построились для осмотра на готовность к зиме. Проверяется все: чистота сапог, наличие всех пуговиц на кителях, личного номера и даже свистка. Строевой осмотр личного состава дорожно-патрульной службы. Цель этого мероприятия – проверить готовность личного состава. Причем потому, что сейчас мы переходим на зимнюю форму одежды, а также проверка экипировки сотрудников дорожно-патрульной службы, форменной одежды, в первую очередь внешний вид. Мечта автомобилиста, автоинспекторы не на дороге, а у себя в управлении, не сбылась даже сегодня. Те, кто в это время следит за порядком на автотрассах, тоже уже переоделись в зимнюю форму и имеют соответствующую экипировку. Мембранная дышащая одежда, куртка и утепленные брюки из синтетических материалов прочные и удобные, защищают от ветра и влаги. После проверки формы на предмет готовности к холодам все сотрудники, чеканя шаг, торжественным маршем прошли по площадке. Марш! Раз! Раз! Раз, два, три! Правое плечо вперед! Начальник ГИБДД сделал ряд незначительных замечаний, но в целом готовность к зиме оценил хорошо. Батальон к такому мероприятию готовился несколько дней. Проводится проверка наличия у инспекторов ДПС необходимой принадлежности для осуществления надзора за дорожным движением. Это служебное удостоверение, водительские права, свисток, жезл и атрибуты, которые необходимы для инспектора, чтобы осуществлять надзор за дорожным движением. Руководитель госавтоинспекции отрапортовал о готовности к зиме всех сотрудников ГИБДД. Фатима Кариева, Юнус Сычуев, Новости 24. Почему мы платим больше? Причина роста цен за потребление электроэнергии сегодня стала главной темой совещания в региональной энергетической комиссии. О специальных измерительных приборах, самых злостных должниках и экономически обоснованном тарифе. Сюжет Миланы Хашагульдовой. Среди крупных потребителей электроэнергии республики проводится разъяснительная работа о причинах роста тарифов и необходимости их регулирования. Для этого потребителям предложили установить приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электроэнергии. Потребитель с мощностью 670 киловатт не использует почасовую тарификацию, то для него стоимость киловатта будет в районе 4 рублей 50 копеек. А в случае, если он применит новые счетчики и перейдет на почасовую тарификацию, то по третьей ценовой категории эта стоимость для него составит 3 рубля 30 копеек. В районе 3 рублей, я не называю не абсолютные цифры. То есть вы сами понимаете, экономия в районе 25%. Это значительные деньги, тем более для крупных потребителей, которые ежемесячно платят за электроэнергию по несколько сот, а может быть даже миллионов рублей. Самым крупным должником по электроэнергии является Ингушводоканал, задолженность которого составляет 80%. Для добычи воды он затрачивает огромное количество энергии, а платежи за потребленный ресурс низкие, и население их практически не платит. Приехала Пятигорская комиссия, она сейчас будет их настраивать и вводить. После ввода этих счетчиков мы уже надеемся, что наши, как говорится, платежи за электроэнергию процентов на 25-30 снизятся. Есть надежда на то, потому что тогда можно будет регулировать и нам уже по работе нашего оборудования. То есть в пиковые нагрузки мы будем отключать насосы, но предварительно к этому моменту все наши емкостя заполнить водой. С 1 августа введен экономически обоснованный тариф, и при использовании приборов учета есть реальная возможность сократить затраты на 25%. Милана Хашагулькова, Магомед Титиков, Новости 24. Бодрит и губит. О серьезных для здоровья последствиях чрезмерного употребления энергетических напитков говорили сегодня депутаты со студентами. Здоровье нации вряд ли окрепнет, пока вредоносное зелье находится в свободном доступе. Вот и в Госдуме намерены наложить вето на питьевой продукт. Правда, ограничения будут действовать только для несовершеннолетних. Репортаж Хавы Келеговой. В актовом зале Института правоведения и экономики собрали студентов разных факультетов, чтобы объяснить, к чему приводит употребление энергетических напитков. Решением регионального политсовета, а также
при поддержке регионального исполкома партии «Единая Россия» вопрос употребления молодежью энергетических напитков вся, так сказать, под особое внимание. И в этой связи разработан проект, проведения, сутью которого является проведение встреч с аудиторией, молодежной аудиторией. Прежде всего, это касается высших учебных заведений республики, студенческая молодежь, старшеклассники в средних учебных заведениях. И, в общем-то, там, где вот, в основном молодежь представлена. Студенты активно задавали вопросы представителям власти. Одна из участниц поинтересовалась, зачем вообще в республику завозят энергетические напитки. Ей ответили, что спрос рождает предложение. Пока энергетические напитки находятся в свободном доступе, купить их может любой желающий, без ограничений. В связи с этим в Госдуме хотят принять закон, согласно которому энергетики будут продавать только тем, кто старше 18 лет. На протяжении буквально месяца Ингушское региональное отделение партии «Единая Россия» проводит беседы с молодежью по поводу принятия законопроекта, который предусматривает запрет на территории Республики Ингушетия энергетических напитков. Здесь действительно молодежь очень активная, но, к сожалению, очень давно вот на базе института вот таких массовых больших мероприятий не проводилось. Но внутренние мероприятия, в принципе, проходят хорошо. Акция прошла недаром. Это можно было судить по разговорам самих студентов. Мы можем заметить, что каждый день наша молодежь все больше и больше портится, употребляя эти энергетические напитки. И я благодарна тому, кто организовал это мероприятие. Спасибо вам большое. И я думаю, что они будут меньше употреблять энергетические напитки. Чаще всего такие напитки употребляет молодежь. Ведь, как утверждают производители, они могут избавить от сонливости, дать сил и энергию на долгое время. Но так ли полезны эти напитки на самом деле? Вред от употребления энергетиков на организм человека доказан медициной. Поэтому люди, которые их употребляют, должны знать о последствиях. Эта тема очень актуальна среди молодежи, так как я каждый день вижу, что молодежи, проходя мимо, в большом количестве употребляет энергетические напитки. И я очень благодарен организаторам мероприятия за то, что они затрогали такую глобальную проблему. Кроме того, в больших дозах кофеин, содержащийся в любом энергетическом напитке, вызывает тахикардию, аритмию, сердечно-сосудистые заболевания. Хава Келлигова, Ильяс Дасхоев. Новости 24. И сейчас мы возвращаемся к одной из главных тем выпуска – Всемирному дню телевидения. Сегодня мы показали вам начинку информационного вещания, то, как мы работаем, что называется, в штатном режиме. Но порой подготовка к эфиру серьезного материала превращается в действо более чем забавное. Что получается не с первого дубля. Продолжаются восстановительные работы на участке автодороги Назрань-Малгобек. 5000 метров нового асфальта. Таков объем поставленной задачи. Как отмечают дорожники, вся необходимая техника и средства у них имеются и в установленные сроки. В Древней Индии проводились подобные соревнования. Поэтому сегодня все очень клево прошло. Все, соревнования подошли к концу. Наши соревнования подошли к концу. Была и радость побед, и горечь поразия. Наши соревнования подошли к концу, короче. Видишь, все домой ушли. Кони выиграли, люди проиграли. Все, адьос. Достигается с использованием различных кожаных лоскутов, разных... Завтракать вечером мы с Беком, а за музыкальное сопровождение наши сегодняшние гости. Что такое мужество? Еще великий... снова. Стоп. Дальше? Просто мой тень видно. Какую тень? Хайлы завел. После сдачи объекта правительство республики сможет обеспечить молодых семей. После сдачи объекта правительство республики сможет... За 1000 лет до нашей эры в Древней Греции, в Древней Индии, таким вот жеребцам пришли спортивные кары. Давай еще раз. Еще за 1000 лет до нашей эры в Древней Греции. Со временем. Смотришь и проверяет состояние. Так, кузов. Обследует кузов, колесные пары и ходовую часть. Обследует кузов, колесные пары и еще что-то. Меггерн, все, давай, дух. Скачки, друзья, это передача «Спортивная зона». И с вами я, Амир Цычоев. И с вами я, ее ведущий, Амир Цычоев. Ведь именно благодаря его храбрости сердца наших маленьких детей, не наших. Шоссейная, почтовая, школьная.
И только что поступила приятная новость из Пятигорска, где проходит первый форум СМИ Северного Кавказа. НТК «Ингушетия» заняла первое место в номинации «Открытие года» и стала второй в номинации «Лучший медиапроект «Битва в горах». Вот такие новости. До встречи. Спасибо за внимание.